Насколько Нюрбинский ГОК повысил свою производительность? Что такое фабрика идей и цифровое производство? Все эти вопросы рассмотрели на очередном форуме управленцев Алроса ТОП-100. Он состоялся в Мирном в минувшую пятницу под руководством генерального директора компании Сергея Иванова. Подробности расскажет мой коллега Роман Муконин. 2019 год стал для Нюрбинского комбината рекордным по добыче. Рост составил 30%, что добавило в копилку Алроса дополнительные 500 000 карат алмазов. Это стало возможным благодаря внедрению мер повышения операционной эффективности. Несмотря на сложности продаж прошлого года, в Алроса совершенствовали процессы тендеров, аукционов и сертификации алмазов. Политика продаж стала более гибкой и клиентоориентированной, что позволило сбалансировать бюджет компании на конец года. Что касается процессов бытового комплекса, то там тоже была проведена достаточно большая работа в части совершенствования процессов сортировки, комплектации сырья. Нам удалось снизить объем незавершенки более чем на $100 миллионов США. Удалось сделать шаг в оптимизации работы автоматов сортировки. И сейчас уже около 30% сырья сортируется без привлечения людей. Заговорили и о новом веянии времени цифровом производстве. Сейчас в компании активно идут эксперименты по внедрению подземных машин на дистанционном управлении. Под это уже меняют регламенты и создают необходимую инфраструктуру. Более подробно рассказали о другом важном проекте «Фабрики идей». Она уже запущена в работу в рамках целого комплекса мер новой производственной системы. Много бывая на рабочих местах и общаясь непосредственно с рабочими, мы видим большой потенциал, который необходимо использовать для развития компании. Этот инструмент позволяет получить эффект на всех уровнях. Для рабочих это возможность получить дополнительную премию, улучшить условия труда, реализовать свои идеи, получить одобрение в коллективе. Для руководителя достижение целевых целей подразделения, возможность выявить активность грамотных работников, сформировать кадровый резерв. Для компании вовлечь работников в развитие компании, снизить себестоимость продукции, повысить уровень безопасности производства. Подводя итоги форума, там отметили, что цель Алроса заключается не только в том, чтобы оптимизировать производство. Главная задача – сделать его максимально производительным, а значит прибыльным. И по замыслу руководства Алроса эффект от этого должны ощутить все – от акционеров до рядовых работников компании. Роман Муконин, Алексей Меркулин, телеканал «Алмазный край».